Амбажап Цыбиков, буддист-паломник у святынь Тибета. Глава книги 16. Поездка в Цзэтан и Самьяй. Часть 61. 22 апреля 1901 года после 9,5 часа плавания прибыли, наконец, к городу-монастырю Цзэтану. Городок Цзэтан расположен на правом берегу реки Цзанбочу, в верстах в 3 от ее русла, и на правом же берегу реки долины Ярлунг, у северной подошвы гор. Ярлунская долина представляет одно из плодородных и густонаселенных мест Южного Уя. Эти места, по преданию, были колыбелью тибетского государства, так как здесь был найден и возведен на престол первый тибетский царь Няти Цзаньбо. В настоящее время Лхоха известно только как местонахождение многих вотчин именитого тибетского родового дворянства. В частности, город Цзэтан, по преданию, древняя столица царей, ничего особенного не представляет. Он состоит из 2 частей монастыря и города, соединенных вместе. В монастырской части, расположенной выше на склоне горы, находится недавно заново отремонтированный Цокченский дуган с надписью по-тибетски и по-китайски. Надпись эта на обоих языках имеет одинаковый смысл – «Вечно благоденствующий храм». Немного ниже его находится так называемый Джелхахан, то есть храм со статуей Дзанхавы. Рынок не отличается особым оживлением, но зато довольно бойко торговля оптом на дому, так как Цзэтан славится выделкой тибетского трико, терма, известного под названием цзэтанского. Кроме того, он известен выделкой ламских учебных шапок и недорогих тибетских цукон. Все изделия отправляются в Лхасу, причем сукна вывозятся преимущественно некрашенными, и там непальские купцы окрашивают их в соответствующие цвета и выпускают в продажу. Через Цзэтан идет дорога в город Цонадзон, где в мае месяце происходит ярмарка, на которую ездят торговцы из Лхасы. Оттуда привозят в Лхасу преимущественно деревянные изделия, чашки и ковши, а также индийскую чесучу, буре. Возвращаются с ярмарки обыкновенно через месяц со дня выезда из Лхасы. Костюмы лхосских жителей одинаковые с лхасскими, но только тамошние женщины не носят головного убора баджу, заменяя его малоценной маленькой шапочкой круглой формы. Под самым городом начинаются пашни. На них во время нашего посещения шел разгар посевов. Обработка земли ничем не отличается от китайской. По всем полям, как и повсюду в Тибете, проведены оросительные канавы. 25 апреля. Не спавши спокойно 3 ночи, вследствие обилия клопов в отведенной нам комнате, мы отправились уже пешими обратно в Лхасу. Подошедши к реке, сели на деревянный карбас и переправились на другой берег Цзанбочу, уплатив по кагану 3,5 или 4 копейки с человека. Весь левый берег Цзанбо представляет сплошные песчаные валы, напоминающие алашанские и вообще гобийские пески. Идя по этим пескам вверх по реке, мы не могли дойти до Самьяй в этот день и принуждены были заночевать среди песков. На этом безлюдном пути, как передавали нам, часто бывают грабежи и убийства, поэтому мы не разводили огня и легли голодными. Ветер
дувший тихо с вечера, ночью усилился, и мелкий песок проникал повсюду, но мы, утомленные ходьбой за минувший день, крепко заснули. Только утром пришлось откапывать вещи из-под песка и, подойдя к реке, долго промывать глаза, нос, уши и волосы. 26-го после 3-часовой ходьбы прибыли в монастырь Самьяй, который является первым по времени своего основания монастырем Тибета. По преданию, он основан в 811 году ханом Тисрон-Девдзаном при помощи известного проповедника буддизма Падмасамбхавы, именуемого тибетцами чаще Ловбон Ченбо или Ловбон Бадма Чуннай. Он находится в верстах в 5 от русла реки, в нижней части левобережной ее пади, на западной стороне невысокой отдельной горки. Монастырь окружен белой каменной круглой стеной, на которой расставлены маленькие, около 1,5 фута вышины, белые субурганы, так что с некоторого отдаления стена кажется зубчатой. Вовнутрь ведут с 4 сторон 4 ворот, причем главные ворота и вообще фасады главных зданий обращены на восток. Главной достопримечательностью этого монастыря, без сомнения, должно признать его Цокченский дуган и в 5 этажей. В архитектуре его, как говорят, тибетский стиль соединен с индийским. В 1 этаже находится статуя Джова Шакьямуни под хорошо отделанным балдахином-беседкой. 2 этаж служит дворцом Далай-ламы во время его временных пребываний. В 3 статуя Бодхисаттвы долгоденствия Аюши, по-тибетски Аметаюс или Цибагмет. В 4 Будда будущего мира Майтрея, по-тибетски Джамба. 5 этажа, собственно говоря, нет, а есть только одна комнатка под самой крышей, где указывают на красный деревянный столб, уверяя, что он из красного сандалового дерева, дерева жизни, но какой-то скептик сделал на нем поранение ножом, что обнаружило белый цвет дерева, только окрашенного красноватой краской. Набожные богомольцы прикладываются к этому столбу, уплачивая установленную плату в 1/3 монеты с человека. По 4 углам крыши возвышаются 4-угольные башенки. Дуган этот окружен стеной, домом. Нижний этаж представляет открытый навес с глухой задней стеной, на которой нарисованы разные сцены из истории религии, а также святые. Над ним выстроен 2 этаж, представляющий длинный дом со множеством дверей, ведущих в отдельные кельи, квартиры монахов, коих в этом монастыре едва ли более 200 человек. На 4 углах этой кумирни, на расстоянии около 20 сажен от них, находятся 4 больших субургана разных форм и цветов: юго-восточный белый, юго-западный красный, северо-западный зеленый, северо-восточный темно-синий или черный. Затем по круговому пути внутри стен находится много небольших храмов с разными Буддами и большими вращательными цилиндрами молитв. Все они отличаются хорошей отделкой и художественностью исполнения. Вообще этот монастырь, принадлежащий Центральному правлению Тибета, содержится за счет казны Далай-ламы. К тому же летом 1900 года его посетил нынешний Далай-лама, к приезду которого, понятно, все было отремонтировано и приведено в надлежащий порядок. В северной части монастыря находится дуган Чоэджона Дзэмо, в котором все перекладины под потолком сделаны из разного оружия, мечей, ружей и копий. Прорицатель этого Чоэджона при спускании его
не может, как говорят, терпеть присутствие монголов. Из этого можно заключить, что, по крайней мере, монахи монастыря Сам-Яй были враждебны к завоевателям-монголам, перед которыми все же пришлось сложить оружие. Но гнев Чойджона теперь обрушивается на их потомков, уже раболепных поклонников всех тибетских кумиров. В монастырских стенах живут и светские жители, занимающиеся главным образом земледелием. Пашни их начинаются у самых монастырских стен. 27-го мы отправились вверх по пади, в которой стоит Сам-Яй. Населенные места тянутся верст на 20. После этого падь сильно суживается и начинается сначала отлогий подъем на высокий перевал Гоганла, название которого в живой речи слышится как Гагала. Говорят, что высота этого перевала равняется сумме высот уже известных нам перевалов Гола и Ганбала, почему и название состоит из соединения названий этих перевалов. Мы за день не могли достигнуть вершины и заночевали под скалой в стороне от дороги. Должно сказать, что вся падь, в особенности в верхней части, заросла кустарником, между которым виден низенький березняк. 28-го утром начали подниматься вверх, и вскоре подъем сделался очень крутым. Вследствие большой высоты появилась одышка, и приходилось отдыхать через каждые 15-20 шагов. Наконец, около полудня поднялись на вершину перевала и застали там снег, лежавший густым слоем. Отсюда в ясную погоду, вероятно, открывается прекрасный вид вдаль, но на наше несчастье день был пасмурный и шел снег. К вечеру с трудом дотащили ноги до уже знакомого нам Дечензона. 29-го наняли места в кожаной лодке за установленную таксу полмонеты с человека и прибыли в Лхасу. Проходя по юго-западной стороне квартала Джова-Хана, я сначала узнал носом, а потом и глазами увидел, что идет прочистка засорившейся подземной трубы стока нечистот. По этому случаю мне сообщили, что такие трубы окружают весь квартал, и они устроены будто бы не для удаления нечистот, а напротив, для их задержания. Это объясняется тем, что по чьему-то старинному предсказанию Джурин-Баче будет похищен подземными драконами, а Джура-Маче взят на небо посредством огненной стихии. Для отвращения похищения вокруг квартала Джова-Хан проведена нечистая канава, потому что драконы очень не любят всего грязного, а в Рамаче на ночь тушат все светильники. Конец 61 части. Далее следует последняя глава книги, 17-я. Называется «Домой». Дневник пути от Лхасы до Кяхты с 10 сентября 1901 по 2 мая 1902 года.